В эфире «Вечерние новости». Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Новый пункт раздельного сбора мусора организовали в Якутске. Волонтерское движение продолжает помогать пенсионерам. В Якутии те, кто соблюдает режим самоизоляции, теперь может рассчитывать на единовременную помощь. Крупные торговые точки в ряде территорий региона будут закрыты до конца месяца. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки более чем на 5600 человек. 45,5% случаев из новых зафиксированных выявлены активно, без клинических проявлений. Общий показатель теперь равен почти 53 тысячам. Выздоровели на данный момент 3873 человека, 456 пациентов скончались. В Якутии же за минувшие сутки зарегистрировано 5 новых больных COVID-19. Один случай в Вилюйске из числа контактных лиц, один новый случай в Алдане и 3 заболевших в Якутске. Если 2 из них это как раз, опять же, в рамках продолжения того заражения, которое было у людей ранее, то есть это семейные пары уже так, жены заболели у мужей, то вот 3-й случай, он вызывает у нас самые большие опасения. Это жительница города Якутска, которой 82 года. Сейчас она с пневмонией поступила, и ее состояние достаточно тяжелое. Так? И врачи сейчас борются за ее жизнь. Это говорит о том, что вот как раз то, о чем мы всегда говорили, о том, что болезнь наиболее тяжело проходит для старшего поколения, для пожилых людей, оно как раз у нас и сегодня реализуется. Сегодня вот по республике из 116 случаев 2 тяжелых, и оба как раз вот у пожилых людей. Оба жительницы Якутска, одной 65, другой вот 82 года. До конца месяца крупные предприятия торговли приостанавливают свою работу. Это касается точек в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, в Ленском, Мирнинском, Алданском районах и в поселке Тикси. Соответствующий указ подписал глава Якутии. В этих населенных пунктах до 30 апреля будут работать предприятия торговли продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости, а также отдельно стоящие специализированные стационарные объекты торговли площадью не более 1000 квадратных метров. 20 апреля у нас вышел новый указ главы республики номер 1128, в котором было еще изменение, касаемое квадратуры этих отдельно стоящих объектов. То есть в данном случае у нас обязательное требование какое? Этот магазин должен быть стационарный. То есть речь идет только о капитальном строении. То есть НТО сюда не попадают. Он должен быть отдельно стоящий, то есть это прям отдельно стоящее здание. По всем там кадастровым и техническим документам оно должно быть отдельно стоящее. То есть в жилых домах эти объекты не считаются. Цифровые QR-пропуски для автотранспорта ввели в Алдане и поселке Ленинский. Как работает система? При положительном решении о выдаче пропуска для поездок по городу отображается в личном кабинете на сайте. Электронный адрес вы сейчас видите на своих экранах. Далее предъявляется при проверке сотрудникам ГИБДД на мобильном устройстве или же в распечатанном виде. Для оформления заявитель регистрируется по номеру мобильного телефона. Заполняет анкету с указанием фамилии, имени, отчества, госномера автомобиля, места работы, времени начала и окончания рабочего времени. Специальный код выдается бесплатно. Срок действия определяется администрацией района индивидуально. Буквально, я не знаю, в течение получаса, наверное, пока разобрались, как его заполнить, получили штрих-код на телефоне, да, думали с ним ездить, то есть показывать на телефоне. Нет, нам говорят, надо распечатать, пусть распечатано. Ну вот сначала были небольшие заминки, видать, с программой, но мы с ребятами с Якутска созвонились, перенастроили, то есть, что-то они там сделали. И все, вот в таком виде штрих-код я получил себе на компьютер, распечатал и для удобства положил к пропуску, чтобы сотрудники полиции могли с телефона отследить. Волонтерский корпус начинает акцию по однократной продуктовой помощи пожилым людям старше 65 лет в регионе. В ней могут принять участие пенсионеры, соблюдающие строгий режим самоизоляции. В список попали Алданский, Вилюйский, Ленский, Сунтарский, Горный районы, Жатай и Якутск. При оформлении заявки учитывается дата рождения и место проживания, куда будет доставлена помощь. Проект создан Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» для поддержки старшего поколения в период самоизоляции.
Мы сейчас осуществляем две акции. Новая акция – это однократная продуктовая помощь пожилым людям в возрасте старше 65 лет. Эта помощь оказывается однократно и бесплатно. То есть пожилой человек может обратиться к нам с 9 до 18 часов по номеру 8411 2 31 90 72. И либо по второму номеру 8411 2 35 10 46. По этим номерам наши операторы отвечают и записывают заявки. Сейчас в данное время уже принято более 2000 заявок. Мы будем оказывать помощь 20 тысячам населения нашему пожилому. И пока что это будет распространяться по городу Якутску, Жатаю, Мирнинскому району, Ленскому, Алданскому, Сунтарскому, Горному и Вилюйскому районах. А Федерация бокса России запустила свою горячую линию помощи ветеранам спорта, тренерам и судьям во время пандемии. Там готовы помочь и ветеранам Великой Отечественной войны, а также пенсионерам и многодетным семьям. В общем, всем, кому нужна поддержка. В этом уже убедились и якутяне, которые живут в Москве. Подробности в материале нашего субкора в столице страны Максима Кардузу. Семья Протопоповых уже месяц находится на самоизоляции. Но походы за продуктами никто не отменял. Правда, средств защиты, чтобы чувствовать себя в безопасности на улице, сейчас не найти. Решить эту проблему помогла Федерация бокса России. Волонтеры привезли многодетной семье одноразовые маски, дезинфицирующие салфетки, антисептик. В городских аптеках давно закончились маски, поэтому такой подарок – приятная неожиданность для нас. Мы благодарим Федерацию бокса России за оказанную помощь. Бокс помогает, коронавирус побеждает. Ежедневно в колл-центр Федерации бокса России поступает 7000 звонков. Самые популярные запросы – это бесплатные наборы масок и антисептиков, а также доставка продуктов и лекарств. Волонтеры готовы оказать и психологическую помощь. Нам очень хороший. Да вы что? Да куда, да. Ребятки, спасибо. Куда поставить? Храни вас, Господь. Масочка есть, да? Есть, да. Видите, я сама. Ой, какая вы молодец. К этому движению уже присоединились больше 6000 волонтеров по всей стране. И это число энтузиастов только растет. Желаем всем здоровья, всех благ, будьте здоровы, берегите себя, бокс за сильную Россию. Если вы нуждаетесь в помощи или хотите стать волонтером горячей линии, звоните по телефону круглосуточной службы поддержки 8 800 222 55 25 или оставьте свое обращение на сайте boxobъединяет.рф. Максим Кардузу, Виктор Ольцев, Москва. К поручению президента о выдаче беспроцентных займов предпринимателям для выплаты зарплаты работникам подключился Сбербанк. Ставка составляет 0% годовых в первые 6 месяцев. Далее, если займ не погашен, она повышается до 4% в год. По условиям программы срок ведения деятельности ИП должен быть не менее 1 года. Общий срок кредитования до 12 месяцев. Сумма займа определяется исходя из численности сотрудников, трудоустроенных у предпринимателя, по которым он делает официальное отчисление в пенсионный фонд и минимального размера оплаты труда. Особенности приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры разработаны и утверждены Минобр России. Согласно приказу, в сроки начала приемной кампании изменения не вносятся. Соответственно, приемная кампания в СВФУ начнется 20 июня, а сроки завершения приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления в ВУЗ привязаны к срокам проведения ЕГЭ. В настоящее время новое расписание проведения госэкзамена не утверждено. Таким образом, после принятия по ним такого решения будут скорректированы и сроки проведения приемной кампании. Университет планирует начало приемной кампании в установленные сроки. Это 20 июня. Но надо понимать, что сроки издания приказов о зачислении они будут зависеть от расписания и сроков опубликования результатов ЕГЭ. Поэтому говорить о периоде работы приемной комиссии сегодня еще преждевременно. Будут, конечно, изменения и в способах приема документов. Взаимодействие отборочных комиссий и абитуриентов будут перенесены на интернет-площадки.
Якутская птица попала в список редких животных России. Красную книгу пополнили дальневосточные виды, в том числе и очковая гага, обитающая в устьях рек Колыма и Индигирка. По словам заведующего лабораторией зоологических исследований РАН Николая Гермогенова, попадение тех или иных видов животных в Красную книгу может урегулировать процесс их добычи и спасет от исчезновения. Среди млекопитающих под вопросом включения в Красную книгу России была плотоядная касатка. Ее предложили включить в список исчезающих после ситуации с китовой тюрьмой в Приморском крае. В 2018 году в бухте Средняя нашли 11 касаток и 90 белуг. Позже 3 белуги и 1 касатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно. Их планировали продать в Китай. К решению проблемы подключился президент России Владимир Путин. Он поручил профильным министерствам совместно с учеными решить судьбу животных. В июне 2019 года начали выпускать первые партии морских животных. Последнюю партию выпустили в ноябре. Если попал в Красную книгу, это значит вид будет оценен, статус будет данный определенный, первой, второй группы или какой там, или взять просто под внимание. Если первый, второй самый опасный с точки зрения возможности исчезновения, то к ним будут применяться специальные меры охраны, какие-то создаваться охраняемые территории, будут проводиться исследования всесторонние, по крайней мере, если даже не исследования, поскольку денег, как правило, не хватает на эти вещи, то, по крайней мере, литературное обобщение бывает. На основе литературных данных дается оценка. Весеннее половодье может подтопить 133 населенных пункта в 24 муниципальных образованиях Якутии. В них проживает более 47 тысяч человек. Такие данные показал мониторинг ситуации федерального МЧС. Специалисты вычислили 53 участка на реках региона, где могут образоваться ледовые заторы. Это на реках Лена, Колыма, Алдан, Амгай, Нюя и Тока. Там проведут ослабление льда. Согласно плану, на сегодняшний день зачернено порядка 89% льда на 70 участках, объемом почти 70 гектаров. И проведена распиловка льда на 7 участках протяженностью 41 километр. Также на некоторых участках проведут взрывные работы. Для этого создан запас взрывчатки в количестве 24 тонн. Специализированный экопункт по приему у населения вторсырья, подлежащего переработке, открыли в Якутске. Пластик, алюминиевые банки, бумага, автомобильные покрышки – все это десятилетиями может лежать на свалках, загрязняя и отравляя окружающую среду. А может пойти в переработку и стать основой для новых, нужных и полезных вещей. О работе экопункта сюжет Александра Хавренко. Размеры мусорных полигонов в Российской Федерации составляют 4 миллиона гектаров, что примерно сопоставимо с площадью Дании и Нидерландов. Поэтому вопрос сортировки вторсырья и его переработки сейчас как никогда актуальный. В Якутске это можно сделать, оставив мусор в специальных контейнерах, расположенных на территории магазина «Юником». Мусор тут собирается в отдельные контейнеры, сортируется и отправляется на переработку. В нашем экопункте вы можете сдать такие типы вторсырья, как картон, пластик, алюминиевые банки, резину и батарейки. После накопления вторсырья вот в таких вот специальных баках его перекладывают в мешки для перевозки на нашу базу, где происходит так называемая заготовка вторсырья. Это может быть либо прессование и вывоз на завод по переработке, либо дробление вторсырья, как это бывает в случае с пластиком, для производства из него тротуарной плитки. Перед отправкой мусора в экопункт необходимо провести подготовку. Сполоснуть тару, очистить ее от этикеток и смять. В картонных коробок убрать скотч и наклейки. Если есть следы загрязнения, жирные масляные пятна, пятна краски, то их лучше вырезать. В случае с пластиком стоит обратить внимание на маркировку. С виду вроде бы две очень похожие упаковки. Одна подлежит переработке в нашем случае, вторая нет. Поэтому я бы призвал жителей города Якутска перед покупкой проверять упаковку и выбирать в первую очередь ту, которую можно переработать. Контейнеры для вторсырья находятся на территории магазина «Юником» по адресу Вилюйский тракт, 3-й километр, 1/4. Прием осуществляется круглосуточно и, что особо важно в нынешней ситуации, бесконтактно. Александр Хавренко, Якутск. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.